В этой страшной аварии погибли двое молодых ребят. Один из них был наш коллега, ведущий программы Prime Time Руслан Чехкиев. Молодой и жизнерадостный, он и его друг Ибрагим Евлоев только начинали свою самостоятельную взрослую жизнь. Думали о карьере, строили планы на ближайшее будущее. Но ночь 5 ноября не оставила никаких шансов. Обычная вечерняя прогулка обернулась трагедией. По уточненной информации, легковой автомобиль столкнулся с припаркованной на улице Картоева автомашиной КАМАЗ. В момент столкновения грузовик-мусоровоз стоял на дороге. Рабочие закидывали в него мешки с мусором. На данном участке дороги установлен дорожный знак ограничения скорости 40 км в час. Водитель транспортного средства должен управлять транспортным средством, не превышающим установленную скорость движения. При этом, учитывая и скоростной режим, и метеорологические условия, имеются видеоматериалы, где данный автомобиль КАМАЗ движется со стороны круга площади Согласия. На нескольких остановках у него горят и габариты, и фары. На данном участке еще в момент ДТП есть свидетели, которые утверждают, что у данного автомобиля горели габаритные огни и аварийный сигнал. Следственным отделом по ОМВД России по городу Назар проводится проверка. И вина каждого из этих участников будет доказана в ходе проведения следственных действий. Как отмечают сотрудники ГИБДД, согласно правилам дорожного движения России и статье 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Но, видимо, в этой ситуации водитель просто не успел вовремя затормозить. А вот та самая улица в Назране. ДТП произошло именно здесь, на пересечении улиц Картоева и Заама Яндиева. На этой трассе мы отчетливо видим следы аварии, но тормозной путь легкового автомобиля здесь не прослеживается. А это означает, что Toyota Camry врезалась в грузовой КАМАЗ на полной скорости. Судя по кадрам, водитель действительно не заметил впереди стоящего грузовика. На этом видео отчетливо видно, что стоп-сигналы у КАМАЗа включены. Это к тому, что в социальных сетях пишут, что грузовик-мусоровоз не был оборудован маячками, как положено. А то, что аварийные сигналы не работали, так это якобы привычное дело для мусороуборочной машины. Но очевидцы, живущие на этой же улице, утверждают, что никогда не видели, чтобы эти машины работали в темное время суток без включенных габаритов. Да, духка митхоз. Машин юлена, ну, хансух уже. Шола дижде точно хатсон, бадаят. Улица, он доехал айваз по направлению движения. Я дюхюачан, узолюютис, я хагулиш. Она че, узабачар, умечки хакуадугуш. Уехал бачар, умечки. Именно скопление мусора умечки хулжмет гер. Из машины узлил чхана, сам тётыш, социалаты чхана, сун аварийка, жуаги сун лично бальгени. Масхана. Алихан Мархиев буквально за 5 минут до аварии разговаривал с работниками ЖКХ. Он попросил их после завершения посадки деревьев на территории своего дома отвезти мусор и зашел в дом. Затем, услышав удар, выскочил на улицу. Там и увидел искореженный легковой автомобиль. По словам Алихана, в тот день стоп-сигналы у мусороуборочной машины горели. Кроме того, улица Картоева всегда была хорошо освещена, и не заметить машину было просто невозможно. Как обычно, габариты аварийка через КАМАЗ. Сагеттер чоготтер делер. Сой хар велш ди она.
Бардюр дат яқалахтыш, дат қасая камазер халышкер оаудиан. Так дат қита диан лозбе бадыш дах боже камрия машинер онар. Штхам бадден сун дыр долч холмадизи не хамадир внагдали. Интернет я зюшен, освещение я тюшен, светофор был бежать тюх, а фадер атво ёлжишен освещение бис. Да азур уқзди хана ве оз вахрус. يبغى عادي يجت أيل شادي هون دق مير وجاي يبغى بادي وز أسويشني مية دبل نيت الأخصواج ونعرض دي هون سويت يالر سحاق بعض مباس وراها دي هون أنس بيسنات دي شغلية بعرق شو أنا بعرق مديز هم بعرقش دي هون لرت أسويشني يوز دي هون بستيانا دي هون يمتك دي هون موس عوت يمتك دي مشان أوس بستيانا الله تشخان أز ملزوج خانة حنز حال هاتي جبريت جواج أورين كيولج دين بالكيناخ. Несмотря на утверждения местных жителей, мы решили лично выехать в темное время суток и проверить, как обстоят дела с освещением и светофорами, которые якобы не работают, а также на невидимом расстоянии проследить за мусороуборочной машиной. Все ли правила безопасности соблюдают водители спецтехники? Результат вы видите сами. Также с камер видеонаблюдения в Назране мы сняли вот это видео. Как по городу передвигается мусоровоз. Картина оказалась той же. Аварийные сигналы, как и полагается, включены. Это не первое, к сожалению, и не последнее огульное обвинение в социальных сетях в отношении различных людей. Многие интернет-пользователи без суда и следствия, не разобравшись в ситуации, могут навесить ярлык убийцы или предателя, тем самым создавая невинным людям проблемы в различных ситуациях. Видимо, рейтинги своих пабликов для них дороже в прямом смысле погубленных человеческих судеб. Вот мы в этом интернете говорим, что у нас света не было, что у нас машины не было. Кому-то кто-то закидывает эти неправильные свои версии. И ни один человек не говорит о тех людях, которые уже остановился для того, чтобы этот мусор выкинуть. В неположенном месте поставили мусор. Этот человек, который выставил мусор, сейчас, наверное, спит, отдыхает, там все. Где что-то, ребята погибли. Сейчас вот такая сюда трагедия случилась у нас. И никто в этом интернете не говорит, почему эти люди вытащили этот мусор, поставили в неположенном месте. Мы про это молчим, а это вот у нас бывает ежедневно. И вы сколько раз это говорили. Мячики идут свои. Это бесполезно, понимаете? Люди вот они пришли, выкинули мусор. Что положено, не положено, мы про это ничего не говорим. Мы говорим на водителя, мы говорим, ребята погибли, диалоги, что-то. Мы говорим, что света не было, хотя свет, все было, все у нас было. А эти люди сейчас спят, которые выставили этот мусор. Я не знаю, у них совесть, как у них там, они играют или не играют. Трагедия произошла. В этой страшной аварии есть двое погибших, которых уже не вернуть. И прежде чем выносить свой вердикт, обвиняя водителя мусороуборочной машины, местную власть или же просто мимо проходящего человека, надо как минимум разобраться в фактах, не хвататься за слухи и не добавлять еще больше смуты и без того тяжелую ситуацию. Ведь каждое брошенное слово, неважно, в интернете или при вербальном общении, может повлечь за собой роковые последствия. И прежде всего для того, кто это озвучил. Новости 24.